Мы идем по очень многострадальной улице Астана-Кисаева. И здесь очень-очень много проводилось таких работ, как вот копали траншеи, видимо, где-то частные подрядчики, где-то нет. И вот они раскапывают эти ямы, и эти ямы глубиной 10-15 сантиметров, их практически никто не закапывает. В лучшем случае их могут просто засыпать землей и камнями. Соответственно, при любом дожде, снеге и так далее, это все вымывается. И вот эти ямы огромные, просто вот глубокие, остаются на дорогах. Обратите внимание, пожалуйста, вот сюда, когда мамы с колясками здесь едут, они даже по асфальту, по тротуару проехать не могут. Им приходится объезжать вот так со своей коляской. Помимо того, что они испортили дорогу, на которой просто невозможно ехать, да, здесь еще лучше картина. И вот это все не решается в течение уже 3-4 месяцев, как минимум. И каждый раз это все становится только хуже. Кто-то, конечно, закапывает, кладет асфальт, молодцы, спасибо. Кто-то вот так оставляет. Когда звонишь в АМС, они говорят, вы знаете, они должны были, частные подрядчики, сами это устранить. Но если они должны были, почему это все происходит вот в таком состоянии и остается? Вот здесь огромная яма, просто люк, открытый. И они вот устранили его таким образом, да? А когда дети идут со школы и начинают ногами пинаться, кто-нибудь из них в конце концов упадет. Частный подрядчик какой-то, видимо, копал себе здесь тоже ямы. И вот они засыпали это кусочками асфальта. Где-то он просел, где-то в нормальном виде. Ну, хотя бы за это тоже спасибо им скажем. Хотя бы они устранили свою проблему в силу каких-то своих возможностей. Здесь строят дома тоже, да, и здесь постоянно ездят машины, которые вывозят мусор, песок и так далее. И вот эта дорога, она просто всегда в таком состоянии. Более или менее когда-то они закапывают вот эти ямы. Ну, понятно, что, да, это хватает практически, там, не знаю, на 2 дня. Когда идет дождь, вот этих ям, их вообще не видно, они потому что и человек, который здесь не живет, он просто не знает, где ему проехать. Посмотри, вот здесь что-нибудь от машины может остаться? Абсолютно ничего. И ты начинаешь маневры, а кто здесь живет, они знают эти ямы, и начинается. То по встречке проедешь, то сюда заедешь, вот так объедешь. То есть чаще всего они вот сюда заезжают, вот так проезжают, и оттуда уже выезжают. Позвонила в МАЭС, надо было искать концов. Звонить мне перекидывали с одного телефона на второй, со второго на третий. В конечном итоге заявку приняли, но не знаю, будем смотреть, как это, потому что это же не первый случай такой.